В летнее время передача «Истоки» выехала на природу. Мы решили исследовать тему воды, ведь вода – это один из основных ресурсов мира. Уж чего-чего, а в Абхазии-то воды много. Термальные, родниковые, минеральные воды Абхазии – так звучит тема нашей сегодняшней видоизмененной лекции. Оксид водорода или попросту вода – неорганическое соединение с химической формулой H2O. Около 71% поверхности Земли покрыта водой. Это океаны, моря, озера, реки, льды. Земля – планета поразительной глубизны, восторженно докладывали возвращавшиеся из далекого космоса после высадки на Луну американские астронавты. Голубой цвет Земле придает вода. Исключительно важна роль воды в формировании климата и погоды. Геофизики утверждают, что Земля давно бы остыла и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не вода. Большая часть земной воды соленая, непригодная для сельского хозяйства и питья. Пресная вода находится в ледниках и грунтовых водах. Вода является хорошим растворителем. В природных условиях всегда содержатся растворенные вещества, соли и газы. Жизнь на планете Земля, как считают ученые, впервые появилась в воде и лишь потом вышла на сушу. Свою зависимость от воды организмы сохранили в ходе эволюции в течение многих миллионов лет. Вода – это главный строительный материал, из которого состоит их тело. Человеческий организм состоит на 75% из воды, мозг на 85%. Отсутствие воды в течение 8 дней заканчивается смертью от обезвоживания. Самые последние исследования показали, что вода является и носителем информации, а значит, может воздействовать на нас. В современном мире, когда идет битва за природные ресурсы, вода приобретает серьезное значение. Общеизвестно, кто владеет нефтью, тот владеет богатствами, ну а кто владеет водой, тот владеет самой жизнью. Нет сомнения, что в будущем значение воды будет возрастать. Уже сейчас население нашей планеты испытывает недостаток в чистой воде. Абхазия – земля, текущая молоком и медом. Она буквально вся испещрена реками и озерами, не говоря уже о том, что находится на побережье огромного водного бассейна под названием Черное море. Все известные группы минеральных вод имеются в Абхазии. Это углекислые воды, это железистые воды, мышьяковистые воды, затем радоновые воды, бор содержащие, йодобромные и так далее. Особый интерес вот из всех вод, существующих в Абхазии, представляют следующие группы. Вот, углекислые – это Ауатхарская вода, это Саакенская группа вод, это Ацгарская группа вод, которые расположены в Кадорском ущелье. Высокотермальные воды, вот там, где мы сейчас находимся, село Кутол, Кындых и другие. Затем имеют большое значение радоновые воды, это Орчал и так далее. Надо сказать, что из всего количества существующих минеральных вод в Абхазии подавляющее большинство являются питьевыми. Вот. Но здесь вот я должен сказать, что наши природные богатства, мягко говоря, используются недостаточно. Особенно в аспекте экспорта питьевых минеральных вод, именно минеральных вод, питьевых минеральных вод.
А в то же время наши минеральные воды практически ничем не уступают таким всемирно известным, как французская Виши, там, кисловодский Нарзан, Нафтуся там, и так далее. Знаете как, вот иногда, не иногда, обидно смотришь телевизор и рекламируют боржомскую воду практически по всем каналам российским. А вот Ауатхарскую воду, к примеру, знают только вот местные жители и гости нашей страны. Ее нигде не рекламируют, хотя по своему составу и по своему лечебному эффекту она превосходит боржомскую воду. Это говорит о том, что вот нет экспорта. Мы уже небольшой опыт в этом плане имеем, вот совместно с консервным заводом, который выпускает Ауатхарскую воду. Мы им подготовили бальнеологическое заключение, но по их вот информации мы знаем, что вывести воду очень тяжело, но стараться надо. Стараться надо. Кроме того, значит, наши вот эти все минеральные воды, они делятся по нескольким подгруппам. Вот есть лечебные, есть лечебно-столовые, есть столовые воды. Вот разница в них зависит от минерализации. Лечебные воды, минерализация от 8 до 12 миллиграмм процентов. Если это лечебно-столовая вода, то где-то от 2 до 8 миллиграмм процентов. Ну и столовая вода – это от не менее 2 миллиграмм на литр. Но вот во всех этих случаях минерализации могут быть меньше, но зато может быть большое количество органических веществ, которые при различных заболеваниях имеют большое эффективное значение. Наша съемочная группа вместе со специалистами исследовала воды Западной и Восточной Абхазии, чтобы показать вам, жители Абхазии, хозяевами каких ресурсов вы являетесь. В Западной Абхазии, особенно у жителей Сухума, большой популярностью пользуется источник в селе Мархяул. Нами разработаны показания и противопоказания для применения этой мерхиурской воды. Первое, где вот особо хороший и большой эффект от применения этой воды, это система мочеполовая. То есть при заболеваниях этой системы применение этой воды дает наиболее такой весомый эффект. Показания какие? Это мочекаменная болезнь, почечно-каменная болезнь, пилонефриты, циститы. Затем последствия вот после операции по удалению камней там, и так далее, то есть заболевания мочевой системы. Здесь надо сказать еще и о том, что эту воду применять надо при комнатной температуре и где-то 300-400 мл 3 раза в день за час-полтора до еды. Но так как эта вода лечебная, надо знать, что вот просто так, ее не обследовав организм, принимать эту воду не рекомендуется. Во всяком случае, мы не рекомендуем. Почему? Эта вода очень хорошо выводит песок из организма, выводит мелкие камни. Но может такое случиться, что в почках образуются камни больших размеров, то есть от 5 миллиметров до 6 и так далее. А поскольку эта вода обладает таким свойством, как выделять, выводить из организма камни и песок, она может двинуть с места вот этот камень, и он где-то в мочевых путях может застрять. Тогда не польза будет, а будет катастрофа. Поэтому мы предлагаем, и мы просим вот всех, кто пользуется этой водой, прежде чем ее использовать, обследоваться хотя бы у специалиста-уролога, чтобы могли мочеполовую систему исследовать, и потом можно ее пить. Мы периодически исследуем воду, измеряя дебит воды и температуру в скважине. Температура воды в скважине держится постоянно 18 градусов Цельсия, в зависимости от сезона. Нами проводились исследования, которые показали, что химический состав количественной и качественной мархиурской минеральной воды не меняется в течение года, при исследовании в течение года, а сопоставив эти данные с данными архивов
мы выяснили, что состав воды не изменялся при исследовании на протяжении 40 лет. Еще большей популярностью в народе пользуется источник в селе Бабушара. С правой стороны дороги на аэропорт еще в советское время здесь пробурили скважину. По анализам специалистов ООН, работающих в Абхазии, эта вода по своей структуре уникальна и аналогов в мире не имеет. Оказалось, что по химическому составу эта вода очень схожа с мархиольской минеральной водой. То есть она является маломинерализованной, и поэтому, хотя клинические исследования этой воды еще предстоит провести, можно рекомендовать ее для лечебного применения. Как известно из литературы, все маломинерализованные воды оказывают мочегонный и желчегонный эффект. Он обусловлен тем, что вода является гипотонической, то есть содержание химических веществ в этой воде в малом количестве. Она быстро всасывается в кровь и проводит мочегонный и желчегонный эффект. Поэтому под питьевое использование этой минеральной воды можно рекомендовать пациентам с заболеваниями желчных путей и мочевыделительного тракта. А теперь мы померяем температуру в источнике Бабушера. Температура 18 градусов Цельсия. Исследуя ресурсы Абхазии, российские специалисты в районе села Кындык пробурили 100-метровую скважину. Вместо предполагаемой нефти забил источник с горячей термальной водой. Вода на выходе имела 100 градусов по Цельсию. Предприимчивые местные жители организовали здесь лечебный комплекс. На территории Ачамчирского района республики было выявлено несколько водоносных горизонтов, откуда скважинами на поверхность была выведена вода. Вода термальная, примерно одинакового химического состава. Состав калий, натрий, хлориды. Мы сравнили химический состав вод. Воды примерно одинаковые. В других районах эти воды используются у парниковых хозяйств для отопления. Сейчас мы находимся на территории пансионата «Эвкалиптовая роща». Здесь оборудованы купальни. Купальня очень интересного характера. Сверху падает вода, которая может оказывать не только лечебное действие, но и как гидромассаж. Поэтому подобная вода может быть рекомендована пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также нервной системы, в частности радикулиты. Раньше такие процедуры принимало местное население. Сейчас очень много народа приезжает, и отдыхающие, и жители центральной части республики. Однако наши специалисты не рекомендуют на источнике в селе Кындык использовать грязи, ввиду того, что радиация здесь повышена в несколько раз. Следует отметить, что радиационный фон около высокотермальных скважин несколько повышен. Также следует отметить, что грязь тоже имеет некоторую радиоактивность. Поэтому увлекаться грязью я бы не советовала, максимум 10-15 минут. В некоторых селах Ачамчирского района имеются горячие источники. Так, например, в Кутоле на усадьбе семьи Осия уже образовались целые озера с теплой и горячей минеральной водой. Специалисты исследовали источник и дали ему оценку. Это термальный источник, высокотермальный даже. Температура этой воды 100 градусов. Она слабая минерализации, где-то немножко больше, чем 1 единица. Гидрокарбонат натриево-калиевого типа эта вода. Вот это, если сказать, вот с научной точки зрения. А так это высокотермальный минеральный источник. Таких источников вот в восточной части Абхазии достаточно много. В других районах их поменьше. И такой температуры, как здесь,
практически нигде нет. Только вот в восточной части Абхазии, в частности, вот здесь, где мы находимся, в селе Кутол. Надо сказать, что вот эти же источники, в частности, Кутольский источник, можно с успехом применять при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. То есть различные там ревматизмы, там, скажем, и так далее. В общем, то, что касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, артриты, артрозы и так далее. Но при других заболеваниях возможность использования этой воды пока сказать очень сложно, потому что мы однократно только эту воду исследовали, а для того есть ясно, что вот для опорно-двигательного аппарата польза будет. Вот вы видели вот этот источник, который исходит в 50 метрах отсюда, горячий, высокотермальный источник. Вот один из способов его применения, один из методов применения, вот парники. Если вот вы зайдете туда, там уже разница в температуре, несмотря на то, что тепло, там еще теплее, градусов 20-25, а зимой это как раз то, что нужно для производства там овощей, там огурцы, помидоры там и так далее. Вот в таких тепличных условиях они, наверное, быстрее созревают, но температура там как раз нужная для их выращивания. Наш путь идет дальше, в Кодорское ущелье. Среди жителей Абхазии существует легенда, что где-то в горах бьет источник живой воды. Его знают немногие. Они приезжают туда, пьют и исцеляются. Так как вода источника обладает необыкновенными свойствами и мощной энергетикой. Наше любопытство подстегнули и немецкие исследователи, которых тоже что-то интересует в наших горах. Мы решили поискать источник с живой водой. МЧС Абхазии выделила нам подходящий транспорт, и мы проехали вглубь ущелья. Сначала немного истории. Река Амткял, или Холодная речка, испокон веков протекавшая по ущелью, впадала в реку Джанпал. Но в 1891 году в результате землетрясения произошел обвал скальных пород, который запрудил речку. В результате катаклизма образовалось всем известное озеро Амткел. Однако наша цель – источник, протекающий где-то в этой местности. Поэтому мы пошли вброд реки Холодная речка. Мы находимся в мертвой долине реки Амткел. До 1893 года, когда произошел так называемый Цибельдинский провал, и выше нас образовалась естественная плотина, соответственно, образовав озеро Амткел, здесь текла большая полноводная река. Сейчас из-под завала вытекает вот эта речка, она на картах называется Холодная речка. И мы видим внешние признаки того, что она содержит железо. Вот эти коричневые образования, вот эти вот, это окислившееся железо. Вот образец, который я брал раньше, оно приобретает путем окисления красный цвет, в себя приобретают окаменелости, содержащиеся в известняке. Сам известняк остается серым, потому что он растворяется. Вода его растворяет, а вот эти нерастворимые образования, они показывают. Вот это внешние признаки содержания в этой воде железа. Это русло интересно еще и тем, что здесь образуется как бы двухэтажное течение. Часть воды протекает по поверхности, часть под землей. Мы видим, как Холодная речка уходит под землю. Данная конкретная пещера имеет два названия. Одно название Большая Медведица,
Другое название водопадная, так она упоминается в местной прессе. Дальше она имеет небольшой 12-метровый водопад, где эта вода идет каскадом вниз и уходит в глыбовый завал. Это место, это мощный карстовый район, глубина пещеры расположена неподалеку, холодная пещера, она 300 метров изучена на эту глубину. Изучение ее продолжается. Еще здесь есть несколько пещер, пещера камнепадная и еще несколько замытых входов в пещеры, которые пока названий не имеют. Их надо исследовать и изучать дальше. В Кадорском ущелье достаточно большое количество горных климато-бальнеологических курортных местностей. Это Ацгара, Саакен, Гвандра, Чхалта, Башкапсара и многие другие. В каждой из этих местностей курортных имеются источники минеральных вод, практически в каждом. Эти воды в основном питьевые, и в основном они углекислые и железистые. Вот на сегодняшний день для нас, для науки и для медицины, наибольшее значение имеют Саакенская группа вод и Ацгарская группа вод. Это связано с тем, что мы успели за это время изучить вот эти воды. Но остальные, так же как и вот эти группы вод, вернее всего, что будут практически такого же состава. Они, вот эта Саакенская и Ацгарская группы вод, мало минерализованные, слабокислые, железистые, углекислые, и в нем достаточно большое количество магния. Если сравнить, скажем, количество магния вот в этих водах с Аватхарской водой, то здесь почти в 2 раза количество магния будет больше. Но учитывая, что вот эти воды, Саакенская, Ацгарская группа вод и другие воды, которые находятся в Кадорском ущелье, они по составу сходны с Аватхарской водой, поэтому можно сказать, что они применимы в лечебном понятии, понимании, так же, как и Аватхарская вода. То есть и Ацгарская группа, и Саакенская группа вод наиболее эффект хороший дают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Я сейчас не буду перечислять эти заболевания, потому что о них уже много сказано. Кроме того, есть эффекты при заболеваниях мочеполовой системы, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Это все то, что касается вот этих вод. Наш путь проходит по дну ущелья. Слева и справа стены из известняка. Самшитовые рощи, обвитые мхом, потрясают воображение. Ощущение, что ты попал в какую-то древнюю сказку. Ущелье резко сужается, и мы упираемся в гигантский завал камней. Но что самое главное, находим такие исток реки. В Абхазии очень много источников с водой разной. Но только один источник обладает той самой живительной, волшебной силой. Ведь такая вода, как известно, она исцеляет людей и наполняет их необыкновенной энергетикой. Но что самое интересное, свои волшебные свойства эта вода имеет только у истоков. Когда идут воды дальше, она теряет свою силу. Поэтому очень важно выпить ее у самого истока. Набрав воды из найденного источника, мы отправляемся в обратный путь. Нам предстоит сдать пробу воды в лабораторию государственной экологии, чтобы определить ее состав. Среда может быть кислая, щелочная, нейтральная. pH-метр. В Центр экологического мониторинга была представлена вода
из Кадурского ущелья Амкельского завала. Вода мало минерализованная, очень мягкая. Единственной характерной особенностью является присутствие железа в концентрации 0,35 мг на литр. Этим подтверждением даже является наличие камней с красноватым оттенком, которые находятся около этого источника. Таким образом, оказалось, что Черная речка по составу воды не является идентичной озеру Амткел, а имеет самостоятельное происхождение. Однако по наличию газов и минеральных веществ в ней ничего необычного анализ не обнаружил. Подавив в себе разочарование, мы, однако, поинтересовались, есть ли в Кудурском ущелье источник с необычными показателями. О таком здесь слышали, и даже есть довоенные исследования, которые подтверждают, что на территории села Сакен бьет источник, в котором обнаружено большое количество магния. Это вещество, продлевающее жизнь. Может быть, это и есть тот самый источник с живой водой? А может, им является башкапсарская вода Аданга? Ведь, согласно московским исследованиям, Аданга стимулирует иммунитет и замедляет старение. Этот источник находится там же, в Кадурском ущелье, так называемый Сакенский источник. Но мы ни разу его не исследовали. Это просто я опираюсь, что там много магния, исходя из архивных данных. Исследовав лишь часть очимчирских источников, мы поняли главное. Господь одарил нас необычайными богатствами в виде природных ресурсов. В следующей нашей передаче мы направимся в Западную Абхазию. Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Тебя невозможно описать. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь, писал Экзюпери. И это абсолютная правда. Вода всегда доступна, и мы не придаем ей особого значения. Однако ее отсутствие грозит самому нашему существованию. В предыдущей передаче мы обследовали воды Восточной Абхазии, и сейчас направляемся в сторону западной. Мы едем на знаменитые сероводородные источники села Приморское. Этот источник был выявлен в ходе определенных работ в середине 20 века, где-то на стыке 40-х, 50-х годов. Вода эта сероводородная, хлоридно-сульфатно-кальциевого типа, она термальная. Температура ее где-то немногим выше 40 градусов. Дебит воды около 60 тысяч литров в сутки. Здесь надо сказать, что суммарный дебит всех вод в Абхазии составляет свыше 15 миллионов литров в сутки. Представляете, какая цифра огромная. Кроме того, значит, надо сказать, что эта вода еще средняя минерализованная вода. И такая pH у нее где-то около 7. Вода эта применяется в основном по своим показаниям при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это сюда относятся радикулиты, там, артрозы, артриты там, и так далее. Кроме этого, она используется при заболеваниях неврологических заболеваниях. Там может быть там, ишиазы, невралгии, различные невриты, неврозы и так далее. И при сердечно-сосудистых заболеваниях также применяется, но здесь надо, как и при всех других случаях, полностью обследовать и так принимать вот это лечение. Я что хочу здесь добавить еще? Вот эта местность, где мы находимся, она считается климато-бальнеологической приморской местностью.
Почему климата? Потому что здесь уникальный климат, он лечебный. Почему Бальнио, видите сами, это ванны. И почему Приморское, вот море здесь рядом. Вот. Надо сказать, что вот таких местностей, таких вот мест в Абхазии достаточно много. Недостаточно много, а если вот посмотреть на все Черноморское побережье Абхазии, то это сплошная курортная местность, сплошной курорт. То есть, а курорт, как известно, в переводе с немецкого означает лечебное место. Так вот, Абхазия вся это лечебное место. Почему? Потому что по всей территории Абхазии климат благоприятный, море, пожалуйста, минеральные источники, пожалуйста. А что надо больше для того, чтобы поправлять свое здоровье? Но учитывая все вот эти вот уникальные рекреационные возможности нашей страны и, кроме того, уникальные природные лечебные факторы, которые существуют в Абхазии, мы считаем, что давно уже назрел вопрос возрождения санаторно-курортных учреждений. Ну, естественно, можно и круглогодичных, но по профилям. Скажем, гастроэнтерологические, скажем, там, кардиологические, климатологические, пульмонологические, и неврологические, и другие. Для всех вот этих профилей у нас в Абхазии возможность есть. Радиационный фон около грязи абсолютно нормальный, соответствует нормативам. Продвигаясь дальше по автотрассе, натыкаемся на питьевой источник, расположенный у дороги в совхозе «Дружба». Эта вода очень популярна среди жителей Гудаутского района. Этот источник, именно источник, не скважина, питьевого назначения. Вода богата солями магния, кальция, гидрокарбонатно-сульфатная. Исследования этого источника не проводились, но по анализу содержания иона можно предсказать, что эта вода очень полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку богата магнием и кальцием, также для заболеваний опорно-двигательного аппарата. А в этом источнике вода более прохладная, температура 15 градусов Цельсия. Дальше мы взяли курс на форелевое хозяйство, расположенное на левом берегу реки Мчишта. Здесь уже давно успешно выращивают речную форель под названием радужная. Эта рыба может жить только в чистейших водах. Место выбрано не случайно. Для производства не нужно электричество. Вода идет самотеком и, конечно, всему благоприятствует микроклимат ущелья. И если после войны функционировало только 4 бассейна, то на сегодняшний день зарыблено уже 12 прудов. Для выращивания радужной форели в этой воде, в самой этой речке, это нормально для выращивания, потому что это вода, обогащенная кислородом выше нормы, вода чистая, холодная. Это то, что любит радужная форель. Форель только в проточной воде живет. Только. Температура воды постоянная. И чтобы проточность была, это самое главное. Здесь, в ущелье, нас интересует не только рыба. Река Мчишта вытекает из гигантского Ваклюза. Это место манит многих спелеологов и гидрологов. Однако исследовать его крайне сложно, так как вода бьет из-под скалы. Накануне здесь прошел ливень, и река Мчишта показала нам свой бурный нрав. Название Ваклюз происходит от небольшого французского округа Воклюз, где впервые было описано это явление, когда из-под земли вырывается большой источник воды, который представляет собой терминальный участок выхода из-под земли подземной реки. И в этом случае мы имеем совершенно аналогичное явление. Река Мчишта представляет собой выход пещерной реки, подземной реки наружу.
она представляет собой часть одной из крупнейших карстовых гидросистем не только нашей страны, но и мира. Потому что наши пещеры и наши карстовые гидросистемы являются крупнейшими в мире. Река Мчишта берет свое начало на вершине Гагар-Дзыбского хребта. Вершина Бзыбского хребта, если смотреть на нее сверху, то она представляет собой почти лунный пейзаж, потому что она усеяна карстовыми воронками. Эти воронки собирают дождевую воду и снег, и во время таяния вся эта вода и дождевая вода стекает по пещерам, которые ведут вглубь Дзыбского хребта и питают Мчиштинский Ваклюз. Количество ваклюзов в Абхазии достаточно велико, но следует указать, что некоторые наши ваклюзы, они открываются не так, как Мчишта из-под скалы и затем несут свои воды к морю. Некоторые наши ваклюзы открываются под морем, на дне моря. Это так называемые субмаринные источники. И эти субмаринные источники выносят воду с вершин Арбаики или Арабики и Дзыбского хребта в морскую часть, прибрежную часть моря. Я хотел бы рассказать один очень интересный эпизод, который свидетельствует о необычайных свойствах тех вод, которые выносят наши реки на поверхность к морю. Однажды зимой я был свидетелем совершенно мистического явления, когда перелетные птицы, голуби, лесные голуби, пили воду из такого субмаринного источника, который поднимался со дна моря. Потому что в силу того, что зимой вода оказывается теплее морской воды, она поднимается к поверхности в силу того, что она менее плотная. И голуби опускались в море и пили эту воду. Причем голубь – это не околоводная птица, это не водная птица, но их желание и стремление напиться этой воды было столь высока, что они опускались прямо в море и пили воду из этого источника, который поднимался со дна моря на поверхность. В этом ущелье есть еще одна достопримечательность, и хотя она не относится к нашей теме, мы все же не смогли ее проигнорировать. Над самой бушующей рекой было когда-то углубление в скале. Наши далекие предки соорудили здесь искусственную стену. Построив маленькие помещения с окнами, они создали совершенно недоступное для неприятеля место. Пробраться туда можно только по веревке сверху. Из истории нам известно, что наша страна всегда подвергалась нашествиям завоевателей. В научной среде бытует мнение, что такие места, как скала над рекой Мчишта, позволяли абхазским женщинам и детям скрываться и пережидать боевые действия. Другая гипотеза относит это строение к наскальному христианскому монастырю, где проживали монахи-отшельники, и где в прошлом веке была обнаружена христианская утварь. Видимо, этот памятник архитектуры будет еще исследован и вскоре откроет нам свои тайны. Исследуя воды республики,
мы на машине МЧС Абхазии направились в сторону Рицинского реликтового национального парка. Вообще надо сказать, что 10% территории нашей республики занимают заповедники. Это очень много для маленькой Абхазии. И первый водоем на нашем пути – Голубое озеро. Голубое озеро карстового происхождения. Площадь его 180 квадратных метров, а глубина 76. Озеро питается водами подземных рек, истоки которых находятся на склоне горы. Легенда гласит, дно Голубого озера покрыто драгоценным камнем лазуритом. Легенда легендой, но, скорее всего, голубизна достигается благодаря кристально чистой воде. В советское время здесь снимали фильм «Земля Санникова», ведь в самом центре озера имеются очень глубокие водовороты. Дорога берет круто вверх по серпантину, и вот мы уже на площадке озера Рица. И хоть место это знакомо, в первые минуты застываешь перед величием этого гигантского водоема и склонившихся гор. 250 лет тому назад часть горы Пшигишха обрушилась в реку Лашепсе и запрудила ее. Таким образом образовалось озеро Рица. Оно ледниково-тектонического происхождения. Длина этого озера 2,5 километра, ширина 850, а глубина 131 метров. В самые суровые зимы озеро замерзает. Здесь водится форель. Представьте себе, гигантская чаша кристально чистой пресной воды. Проехав по бездорожью еще 17 километров, мы подошли к левому берегу реки Ауатхара. Здесь, на высоте 1650 метров над уровнем моря, находится скважина со знаменитой и очень популярной в народе минеральной водой. Зная, что показатели воды меняются каждый год, наши специалисты провели анализы ауатхарской воды и дали ей оценку. Главный источник был впервые исследован в 1933 году и выявлен его физико-химический состав. Оказалось, что минеральная вода этого источника очень близка к минеральной воде Виши во Франции и Боржоми. Проведя сравнение химического состава этих вод, было показано, что наша вода аватхарская имеет температуру более низкую, потому что находится на склоне Кавказского хребта, а Виши 42 градуса температура. Имеет меньшую минерализацию, но зато имеет больше гидрокарбонатов. Кроме того, в этой воде имеются также имеющиеся в воде микроэлементы в большем количественном составе. Ауатхарская вода, основное ее применение, основное показание к применению – это заболевание желудочно-кишечного тракта. То есть язвы желудка, гастриты, заболевания печени и так далее, и так далее. В этом случае эта вода дает максимально хороший эффект. На правом берегу реки находится другой источник, в народе именуемый глазным. Анализ этой воды показал повышенное содержание железа и кремниевой кислоты. Абас яйот амнахимпи, абранзе яхгит, абраяйот. В километре от первого источника находится скважина, предназначенная для промышленного отбора воды. Этим занимается организация «Минеральные воды Абхазии». Каждое утро сюда поднимается машина и совершает отбор воды из баков-накопителей. Об этом более подробно мы расскажем позже. А пока мы пытаемся понять, почему в этих источниках стала часто пропадать вода. Мнения разные. Кто-то предполагает, что засорились скважины, кто-то опасается, что запасы воды иссякают. В Аватхарском заповеднике открыто более 30 источников, и один из них находится около частного домика.
Обещаю бой, обряю чистики на него. Ну и вдруг чига мачку. Ага, деньги в книге обещаю бой, обещаю. Ее жирью проходит. Обожаю, чем здесь это на хунксы, а ямзу, это ямзу, это убежал. Анализ этого источника показал, что реакция среды понижена, то есть это самая кислая вода из имеющихся. Ее можно употреблять как лечебную для очищения от солей, но очень короткое время. Постоянно употреблять такие воды нельзя. И вообще пить неисследованную воду специалисты не рекомендуют, так как некоторые источники Абхазии содержат тяжелые металлы. Исследованный нами источник по своему составу почти идентичен с водами озер Мзы и Чхэ, правда реакция среды у них получше. Вода в высокогорной зоне – это что-то особенное. Вода, которая прошла, как говорят, 7 камней, она становится необыкновенно чистой, она становится обогащенной кислородом и по-особенному вкусная. Вода в реке Лашипсе, она, конечно, уже немножко не той кристальной чистоты, потому что люди все-таки обустраивают свою жизнь на берегах этой реки, хотя бы в летний сезон, но тем не менее кристальная, чистая вода, экологически чистая вода, минерализованная вода. Точно так же минеральная вода Ауатхара, здесь эти минеральные источники знаменитые, лечебные воды. Ну, в той зоне, где нет хозяйственной деятельности человека, вода, конечно, особенная. Она вкусная, лечебная, полезная. Находясь в Рицинском реликтовом национальном парке, мы не могли пройти мимо великолепных по красоте ущелий и рощ. И хотя застройки здесь запрещены, присутствие человека и его деятельности, конечно, сказывается на экосистеме. Вот мы сейчас с вами стоим на фоне таких реликтовых древних растений, которые дошли до наших дней с древних геологических времен, как, например, клен Сосновского. Вот здесь на поляне, где мы стоим, вы видите крестовник. Вот с желтыми листьями он только-только зацветает. Уникальные по своим размерам пихты кавказские. Вот видите макушки деревьев, вот они стоят. Буки необъятного размера в обхвате. То есть все это составляет особый интерес и уникальность. Сохранились еще леса, не тронутые вообще рукой человека, то есть эталонные леса, эталонные пихтарники здесь и множество других цветковых растений, луга альпийские, которые изобилуют необыкновенной красоты растениями. Это и буквица абхазская, и буквица крупноцветная, это и лилия кесельринга, и водосбор олимпийский. Итак, наше исследование источников подошло к концу. Возник вполне резонный вопрос. Какую же воду пьют жители Абхазии? Ведь у нас уже давно разливают воду в бутылки. На прилавках магазинов можно встретить бутылки с разным названием – Кодор, Гумиста, Акваминерале и другие. Однако нас заинтересовала вода с традиционным названием – Ауатхара. Ее производит завод минеральной воды Абхазии. Как же выглядит сегодня производство бутылированной воды? Территория предприятия встретила нас цветущими газонами и порядком во дворе. Ряд цистерн из нержавеющей стали подсказал, где хранится вода из источников. Каждое утро отсюда выезжает молоковоз, приспособленный для этой цели непосредственно на источник Ауатхара. Приехав назад к вечеру, машина сливает воду в цистерны, избегая контакта с кислородом. Затем вода попадает в цеха, ее обрабатывают и разливают в бутылки. Все жители Абхазии, набиравшие воду из источника, заметили, что она через некоторое время мутнеет и в ней появляется осадок в виде хлопьев. Однако мы пьем воду в бутылках абсолютно прозрачную. Оказалось, что здесь, на заводе, ее прочищают через фильтры и насыщают газами.
Бутылки этого производителя ни с кем не спутаешь. Они имеют изящную форму и удобны в быту. Удивила стерильность производства и чистота помещений. Наш завод в течение года мы до 400 тонн минеральной воды Аватхара мы производим. Также питьевую воду, конечно, на порядок меньше, где-то около 200 тонн. Но выходя на российский рынок, мы можем вдвое-трое увеличить это все. Под маркой «Минеральные воды Абхазии» выпускается более 30 видов продукции. Из них 10 видов в стекле. Это лечебная минеральная вода Аватхара и питьевая вода Сухумский родник, а также 8 видов сладкой продукции. На этом заводе сами производят пластиковые бутылки. Здесь установлена линия, которая из заготовок раздувает обычные пластиковые бутылки. Это производство для Абхазии новое. Также мы выпускаем пластиковые тари в 600-граммовых бутылях, более 10 видов. Также 1,5-литровых более 10 видов. Также мы выпускаем в 5-литровых бутылях чисто родниковую воду Сухумский родник. Пока на заводе идут пусконаладочные работы, должны запустить еще несколько линий. После их завершения минеральную воду Аватхара планируют вывозить в Москву. Продукция предприятия «Минеральные воды Абхазии» участвовала в агропромышленной выставке в Москве. Все 6 видов продукции стали номинантами, завоевав золото, серебро и бронзу. Мы исследовали лишь маленькую часть абхазских источников воды. На самом деле их значительно больше, до 170. По мнению специалистов, очень много источников в Гагарском, Тхуарчалском и Галском районах, среди которых встречаются все основные типы лечебных вод. И последнее. Каждый день 20 миллионов литров минеральных вод из всех источников выливаются в землю Абхазии. Почему бы из них не сформировать бюджетообразующую отрасль?